Команда Амгинского района показала готовность к внедрению проектного управления. Протестированы новые подходы на пилотном проекте. Мирнинцы сдали первый вид нормативов ГТО. Пользуется ли популярностью среди местного населения сдача нормативов? Морозы в Якутии начинают ослабевать. У быка зимы отвалился первый рог. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. Руководитель региона выразил соболезнования по погибшим в Подмосковье. Егор Борисов направил в адрес губернатора Оренбургской области и жителей региона телеграмму со словами соболезнования по погибшим в авиакатастрофе. Он отметил, что якутяне сопереживают каждой семье, потерявшей близких. Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в Раменском районе. Все находившиеся на борту самолета 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. Ворота Якутска, городской парк в Нерюнгри, площадь у памятника первооткрывателям трубки «Мир» в столице Алмазного края и площадь Ленина в Ленске. Именно эти территории, по мнению жителей городов Якутии, должны быть благоустроены в первую очередь. Министерство ЖКХ и энергетики завершили прием предложений в рамках федерального проекта формирования комфортной среды. За месяц поступило более 75 тысяч предложений. Общественные комиссии до 16 февраля должны выбрать набравшие наибольшее количество, как минимум 10 объектов, по которым должны быть разработаны дизайн-проекты. И эти дизайн-проекты до 16 марта размещаются на сайтах и в средствах массовой информации. И с 1 марта они должны активно обсуждаться. Мы надеемся, что население будет также активно и примет участие в выборе того объекта, который будет выбран и благоустроен в 2018 году. Представители Департамента проектного управления администрации главы и правительства региона посетили Амгинский район. В течение дня прошли семинары, где обсудили план совместной работы с муниципальным проектным комитетом Амгинского района. Специалисты Департамента проектного управления рассказали о внедрении проектного управления, регламентах и методических указаниях государственной информационной системе. Также департамент протестировал новые подходы на одном из пилотных проектов. Нам удалось благодаря такой заинтересованности подготовить и паспорт проекта, и календарный план проекта, и на вопросы все необходимые ответить. Коллектив Амгинского улуса готов как раз к этим изменениям, заинтересован в этих изменениях. И мы ожидаем очень большой результат при работе с ними. Потому что нам очень важно, как сейчас новая система управления будет работать именно в муниципалитетах, учесть их особенности. И нам очень важно честную, качественную обратную связь. Нам важно, как новая форма управления будет работать от рядового исполнителя до руководителя, насколько она может быть полезна. Якутию на Всероссийском форуме представят 4 бойцов юнармии Алданского района. 22 февраля в подмосковном Одинцово пройдет первый патриотический форум «Я юнармия». Федеральная площадка соберет более 8 тысяч юных патриотов со всей страны. Бойцы первого отряда юнармии Алданского района Ксения и Егор вместе с 2 сослуживцами скоро отправятся в Москву. На ребят возложена ответственная и почетная задача. Они представят Якутию в первом всероссийском патриотическом форуме «Я юнармия». Настроение хорошее, рад, что поеду. Показывают, что скажут, то покажем. Отлично, я думаю, что там будет очень интересно и увлекательно. Первый всероссийский форум «Я юнармия» пройдет в подмосковном Одинцово. Право принять участие в слете предстояло завоевать. В отборочном туре силы попробовали 16 тысяч юных патриотов со всей России. В Москву были приглашены сильнейшие. Планируем себя показать, мир посмотреть и на страну, на державу поглядеть. В общем, планируем с 21 по 25 число находиться в Москве. Слет соберет порядка 8 тысяч юнармейцев со всех уголков страны. Программа включит работу нескольких тематических площадок. На форуме будет рассказано об основных достижениях юнармейского движения и перспективах его развития. Самое главное – это взаимодействие детей между собой. То есть разные юнармейцы со всей страны соберутся для того, чтобы, во-первых, ознакомиться с бытом жизни вооруженных сил, ознакомиться вообще с нашей историей. Парк «Патриот» – изумительный парк, там прекрасные экспозиции, там военная техника вся состоит полностью, которая на вооружении российской армии, там вся находится.
Программа форума будет насыщенной и очень интересной. Ребята встретятся с известными людьми, посетят мастер-классы с олимпийскими чемпионами и космонавтами, а также окунутся в виртуальную реальность, попробуют управлять дронами и освоят сборку самолетов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан. Зимние каникулы в школах смогут переносить только в том случае, если зима выдалась снежной. Это делают для того, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах. Запустить такой эксперимент предлагает правительство России. Нововведение опробуют на Кавказе для школьников из регионов Южного федерального округа. Согласно якутским поверьям, первый рог отвалился сегодня у быка зимы. Это означает, что морозы в Якутии начинают ослабевать. Потепление уже чувствуется. В 9 часов утра в Якутске зафиксировано 27 градусов ниже нуля. Бык холода символизирует якутскую зиму. По легенде, 31 января у быка притупляются оба рога и морозы ослабевают. Первый рог ломается 12 февраля. С этого дня прекращаются крепкие морозы. Второй рог отваливается 24 февраля, и тогда в Якутии полностью заканчивается морозный период. Полное завершение зимнего периода наступает 22 марта, когда отваливается голова мифического существа и туловище быка уплывает обратно в Ледовитый океан. В Якутию стали чаще посещать туристы. Только в прошлом году в наш регион приехали 200 тысяч путешественников. Данные приводит Министерство инвестиционного развития республики. Гости региона в один голос твердят: Якутия – один из лучших регионов страны. Считают ли так сами местные жители, знает наш корреспондент. Много всяких фишек, которых там люди, которые живут в европейской части России, они не знают, там, начиная от ваших, там, то, что машины не глушат, то, что двойные стекла, вот эти трубы, деревья маленькие, все остальное, это на самом деле очень интересно. Про это, кстати, мало кто знает, совершенно вот вы недооцениваете то, что у вас есть. А можно ли, вот не стесняясь, показать город, скажем, приезжим туристам? Можно, почему нет? Центр только можно показывать, не стесняясь. Минусы в отходах, мусор везде. Вопрос с отходами в городе нерешенный. По реке будем на теплоходе Демьян Бедный, Михаил Светлов, Усть-Кут, Якутск и дальше Тикси. Надо увидеть Тикси и умереть. Да? Какие достопримечательности? Ну, конечно, не бывал далеко на севере. Ну, Аймаканскую, конечно. Аймакан село – это одно из самых наших достопримечательностей. Масса мест красивых, которых нельзя увидеть нигде. Животный мир уникальнейший. Ну, конечно, природой и наличием таких уникальных природных мест, те же Ленские столбы, например. Ну, река Амга. Это вообще красота. Есть ли перспектива у республики стать в будущем такой большой туристической точкой на карте? Да, я думаю, да. Да, конечно. Как патриот своей республики, я считаю, что все-таки это одно из тех направлений, которые мы должны развивать. Я же говорю, у вас есть куча особенностей, которые нужно приглашать людей, Это же вообще должен стать главным туристическим центром России. Можно ли назвать город Якутскую лучшим городом в стране? Можно. Да. Чем вам нравится? Мне нравится зима. Больше всего нравятся люди в городе. В других городах был, там такого строительства не происходит. У нас город вообще преобразовывается, красивый такой становится. Но я здесь только недавно живу, а так мне нравится. Мирнинцы сдали первый вид норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне плавания». В тестировании приняли участие жители Мирного от 18 лет и старше, имеющие допуск врача, зарегистрированные и получившие личный уникальный идентификационный номер на официальном сайте ГТО. Управление физической культуры и спорта города нормативы по данному виду принимает в 5-й раз. По сравнению с прошлыми годами в этот раз участие приняли наибольшее количество горожан – 49 человек. Через 2 недели мирнинцы сдадут нормативы по стрельбе, а затем и по лыжам.
Сейчас, смотря на результаты, где-то 60% выполняют на золото. Есть, конечно, кто и без знаков остается, ну, в основном золото, серебро, бронза, все в знаках. Второй год мы работаем, да, на прием нормативов именно уже на знаки. Поэтому количество увеличивается, значит, мы идем в правильном направлении. И в завершении выпуска крутые повороты, гул моторов и лед. В Якутске на озере в районе птицефабрики прошли соревнования по дрифту. Дрифт является одним из самых зрелищных видов гонок, так как участники соревнуются не только в скорости, а также в умении справляться с самыми сложными поворотами и виражами. На этом льду не было равных отечественному автопрому. Просто потому, что конкурентов «Жигулям» нет. Российские машины на дороге выдерживают любой экстрим. Бывали и те, кого разворачивало на дистанции. Главное плавно и на большой скорости пройти поворот. Так проводился отбор в квалификацию. Участнику нужна подготовленная машина. Это непосредственно, чтобы двигатель был хороший. Ремни безопасности обязательно, шлем, страховка. Ну и умение пилота, это все тренировки, навыки. Не скорость, а мастерство вождения. Вот что важно в парных заездах дрифта. У каждого гонщика как минимум 2 попытки. Сначала машина едет впереди, и здесь важно точно проехать трассу и вписаться во все повороты. А у того, кто сзади, задача гораздо сложнее. Требуется также точно проехать трассу, при этом держаться максимально близко впереди идущей машине. Было 10 участников. К сожалению, сегодня нас было немножко меньше, как обычно. Но прошел топ-8, 2 участника не прошли дальше, потом топ-4, ну, соответственно, топ-4 и победители определились. В зимнем дрифте лучше всех с поворотами справился Дмитрий Сморыкин. Он с детства увлекается автомобилями. Несколько лет назад, узнав, что проводятся подобные соревнования, решил участвовать. С того времени увлекся автомобильным спортом. И теперь к каждому сезону подготавливает машину и занимает призовые места. Стал уже 2-кратным чемпионом. Машина, автомобиль «Жигули» ВАЗ-2106, доработанная моим отцом. Благодаря ему машина в таком состоянии, ну, собранная в техническом плане. Очень хорошо. Как говорят участники, полученный адреналин того стоит. Следующие соревнования будут проводиться 11 марта. Уже сегодня пилоты начнут подготавливать свои автомобили и с нетерпением ждать весенний сезон дрифта. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.